я не татарин, меня в национализме трудно упрекнуть. Мне стыдно, что у нас так равнодушно относятся к преподаванию татарского языка. Школа «Солнце» для интеллектуально одаренных детей ломает систему привычных вещей. Здесь иначе расставляются акценты, в том числе и в вопросах национального образования. Самого директора школы Павла Шумакова татарская общественность давно уже нарекла борцом за татарский язык. Именно он в 2019 году в Верховном суде пытался отстоять право национальных регионов вносить государственные языки в число обязательных учебных предметов. В итоге судебное дело было проиграно, но свое желание Шмаков все же смог реализовать. Татарский язык в качестве государственного в школе «Солнце» внесено в обязательную часть учебного плана. А это значит, что этот предмет преподают здесь всем без исключения. Есть девочка, мама которой очень сильно возмущалась преподаванием татарского языка, писала вплоть до министра. А потом, когда она однажды увидела свою дочку на сцене, которая свободно говорила по-татарски, по-английски, по-русски, была такая постановка спектакля, все это закончилось. Потому что, к счастью, для родителей, как правило, их собственные политические взгляды, политические предпочтения, принципы менее значимы, чем счастье их собственного ребенка. Изучение родных языков многонациональных республик в истории отечественного образования – вообще, наверное, единственный предмет, о важности и нужности которого было позволено рассуждать широкому кругу родительского сообщества. В истории отечественного образования это вообще, наверное, единственный факт, когда желание определенной, даже не подавляющей части родителей было реализовано в федеральном законе. Вот что касается татарского языка, то как бы его ни называли, он остается татарским языком. В школе изменилась не формулировка, а поменялся статус языка. И все это привело к весьма тревожным последствиям. Любая школа в России живет по правилам, которые диктуют федеральные государственные образовательные стандарты. Так вот, в соответствии с этими требованиями, начиная с 2018 года, как был принят резонансный закон о родных языках, новая предметная область родной язык и родная литература были внесены в обязательную часть учебного плана. То есть эти предметы в школе изучаются в обязательном порядке. Но в качестве родного языка родители могут выбрать любой язык, в том числе и русский. Для государственных языков национальных регионов такое требование полностью отсутствует. Единственный возможный вариант – школа может поставить в расписание государственный татарский язык за счет, к примеру, своих внутренних ресурсов, так называемого школьного компонента. Но этот лишний час учебные заведения, как правило, расходуют не на язык, а на математику, физику, английский, на предметы по профилю. В Татарстане, за исключением школы «Солнце», нет больше ни одного учебного заведения, где татарский язык преподается в статусе государственного языка за счет школьного компонента. В республике 65% родителей выбрали в качестве родного языка татарский язык. Более 65% обучающихся, всех обучающихся изучают башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан. Возможно, Башкортостан единственный среди национальных регионов, где настолько масштабно, а 65% – это даже больше, чем каждое второе учебное заведение, смог внедрить государственный башкирский язык в учебный процесс. Только вот можно ли назвать достижением соседей такое вот массовое преподавание государственного башкирского языка? Если в Татарстане на преподавание родного языка отводится как минимум 3 часа в неделю, то в Башкортостане на преподавание государственного башкирского языка выделили ровно 1 час. Специалисты Министерства образования Башкортостана не скрывают, что государственный башкирский язык в школах внедряли долго и сложно. В процессе уговоров, переговоров, дискуссий администрации школы с родительским сообществом. Мы каждый год в конце учебного года проводим большую просветительскую работу и, объясняя, разъясняя родителям, мы говорим о том, что в Республике Башкортостан есть государственный язык, не только русский, но и башкирский язык является государственным языком. И путем наших именно мер популяризации башкирский язык как государственный язык, такого процента мы достигаем. Непонятно только, почему такие же методы не применялись для обязательной предметной области, такой как родной язык. Согласно официальной статистике, в регионе, где проживает свыше 1 миллиона татар, татарский язык в качестве родного выбрали, внимание, только 8% родителей татарской национальности. 13% родителей выбрали башкирский язык, тоже, казалось бы, не густо. Но тут не нужно забывать, что в каждой второй школе башкирский язык и так преподается в качестве государственного языка.
то есть все дети татарской национальности, проживающие в Республике Башкортостан, за исключением 8%, в качестве родного изучают русский язык, а в качестве государственного – башкирский. Это настолько плачевно, насколько даже не ожидал я. Потому что это мизерная цифра, и тогда мы стоим перед большущей проблемой потери и в Башкортостане татарского языка. Согласно единственной информации из открытых источников, еще в 2002 году 50% детей татар в Башкортостане изучали родной язык. Это свыше 200 тысяч человек. Что же такого произошло за последние 10 лет? Можно снова пенять на закон, а можно попытаться совместно исправить положение. Даже если ты живешь в Челябинской области, ты можешь учить башкирский язык, потому что в законе написано, ты выбираешь родным любой язык Российской Федерации. Ты его выбрал, ты принес заявление, и дальше уже администрация должна обеспечить изучение. То есть, если ты даже татарин живешь в Башкортостане, ты имеешь право изучать В принципе, так и происходит. У нас сегодня, если вы посмотрите... Встреча, которую впервые провели парламентарии двух профильных комитетов, законодательных органов двух регионов, конечно, дает определенную надежду. Башкортостан со своей стороны предлагает поддержать его инициативу по созданию этнокультурных учебных заведений с родным языком преподавания, которые будут формироваться не по территориальному принципу, как это происходит в обычной школе. Татарстан же предлагает поддержать его проект, внести во ВГОСы обязательное изучение государственных языков. Несмотря на разные подходы и допущенные недоработки, надеемся, что все же цели и задачи у двух республик общие. Это сохранение национальной идентичности своих народов. Эльзира Юзаева, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней.